Салям, друзья, меня зовут Алия. Сегодня буду пить пиво в первый раз в жизни на мукбанге. Не подумайте, что вообще, в принципе, первый раз. И сейчас будет фиаско. Какой звук! Это гараж, лимон, и мне очень интересно, у кого еще продается такое, потому что я не шарю вообще в таких моментах, типа, где что еще есть. Типа, мне кажется, что такое только у нас есть. Ну, не в плане того, что мы, типа, супер эксклюзив, но, типа, вот, ну, казахстанское производство. Хотя, я не знаю, какое это производство. Вот же в конце смотрят. Точно, Казахстан. Очень мне нравится. Такой вкус просто обалденнейший. У меня здесь гренки, чечил и сухарики. На самом деле это микс. В пачке были вот такие вот разные. Мне очень интересно, сколько раз вы ездили купаться в этом году? Моя семья, в принципе, не умеет отдыхать. Не знаю почему. Мы вообще раньше не ездили, а в последнее время очень редко едем. 1-2 раза. А в этом году, так как вот эта вот вся тема, карантин, мы съездили 1 раз. Это очень боялись, потому что в Казахстане самая вспышка вот недавно только была. Потому что, ну, это безответственность людей. Но мы съездили. В общем, на самом деле, я, оказывается, сутулюсь. На самом деле, я очень люблю купаться. И знаете, что я сделала? Я забила уже номера на базе отдыха со своей знакомой. Она будет с ребенком, я буду с ребенком. Мы забили, купили билеты на поезд. В 4 вечера мы выезжаем, в 10 утра мы доезжаем. Я обожаю ездить на поезде. И, в общем-то, мы уже все забили. Поедем на 4 дня. В первый раз такое. Когда я не сказала родителям и поеду, это такое у меня в первый раз в жизни. Гренки с чесноком, они у меня чуть-чуть подгорели. Очень вкусно. Я родителям еще не говорила, что мы поедем. Они будут переживать. Я и сама переживаю, честно говоря, потому что на поезде это далеко. Там вода, типа опасно. А я же не знаю, как я им скажу. Как я донесу. Но я такая счастливая, в таком предвкушении, потому что вот так я не ездила никогда отдыхать. А я ездила с друзьями-дикарями всегда. И то это было уже тогда, когда меня родители более-менее отпускали. Потом уже, когда у меня были серьезные отношения, родители об этом были в курсе, вот тогда мы с ним ездили много раз с ночевкой. Тогда я была счастливая, я вообще тогда не понимала, что такое ночевать на базах отдыха. Что такое полноценно отдыхать, я это не понимала. И
На самом деле, вот с ним было круто вот так ездить. Еще, к слову, скажу, что я вообще боюсь таких экстремальных штучек. Он меня научил, он меня поставил на лыжи, на вот такие вот бананы там на воде, которые лепешки или как они называются. Туда садил постоянно, и оказалось, что мне это нравится, и мне это в кайф. Надо пробовать, а не бояться постоянно, поэтому отдых это круто, надо уметь отдыхать. Вот как я поеду, в общем-то, у меня там работает знакомый. Не то, что работает, у него есть база отдыха там. Там, куда мы едем. Я с ним поговорила, он меня проконсультировал, и теперь он ищет нам хорошие варианты. Делает отличную скидку, 50% аж. В тенге, если говорить. Там, короче, номера с трехразовым питанием 8 тысяч на одного человека, без ребенка. В общем, он договаривался на 4 тысячи. И плюс еще, чтобы они порции нам сделали больше, типа 3 раза в день, да, чтобы мы наелись. И наши дети, чтобы наелись. Я вообще благодарна богам, что у меня есть такой знакомый. Хотя мы с ним познакомились давно-давно. Когда я училась в университете, мы играли в КВН, и он приезжал с Семска, проводил редактуру. В общем, редактировал команд, сценарий команд. Он один раз приезжал, мы даже вообще не обратили внимания друг на друга. И потом второй раз, когда приехал, мы познакомились тогда. Познакомились, и после игры, прям игра закончилась, уже вечер, все расходятся по домам, и тогда мы с ним познакомились. И наш директор нашего филиала КВН, он говорит, что мы сейчас поедем на квартиру, типа. Мы сняли квартиру. Тогда было модно компашками собираться в квартирах каких-то, сидеть, играть в игры. Кто-то оставался на ночь, кто-то уходил. Меня, естественно, не отпускали с ничего никуда в это время. И, в общем-то, мы все поехали в эту квартиру. Пошли, потому что было рядом. Я помню, потому что он ходил рядом со мной. Мы общались с ним, типа знакомились. Пошел дождь. Он меня вот так приобнял. Мне будет очень стыдно, если он увидит это видео. Ну, хотя на самом деле было так. Вот так и мы познакомились, пошли на квартиру. Потом позвонила мне мама, сказала: домой. Все, мы не успели даже там пообщаться, ничего. Просто они сели, начали играть в какие-то игры. А я сидела с телефоном, фоткалась. Потом поехала домой. А это было в 2014 году. Вы можете себе представить, что с 2014 года мы не виделись ни разу? То есть сейчас 20-й год, уже 6 лет. Почему я говорю, не виделись ни разу? Потому что мы общались с ним каждый божий день, днем и ночью. Постоянно общались, мы всегда знали, кто что делает, кто чем занят, кто с кем. Мы как будто встречались. То есть, он ревновал меня к другим парням, и я его постоянно ревновала, проверяла там. Но это все было по телефону. И не знаю, какие-то вот уникальные были у нас отношения. Мы как-то, я ему всегда верила, доверяла, хотя вообще ничего нас не связывало в плане, у нас никаких дел совместных, ничего не было. Просто общение, знаете. Он не мог приехать в мой город, я не знаю почему. Может быть, он реально не хотел, это надо будет у него уточнить потом. Но он это отрицает и говорит,
Ты же знаешь, всегда же были то проблемы, то какие-то дела, то еще что-то. Ну, на самом деле у него с учебой были всегда проблемы. Там, по-моему, на все лето поедет в деревню к себе, к родителям. Ну, в принципе, если бы он захотел, он бы приехал. Мы же знаем, да, с вами это, девочки? Вот. Потом он мне всегда говорил, что у него есть база там, ну, гостиничный бизнес типа. Он всегда меня туда приглашал. Естественно, меня не отпускали. Еще мы как бы временами типа поругаемся, я на него обижусь. И заобщаюсь с другими, которые за мной реально ухаживают, с которыми я могу встретиться, погулять, да. Так я и вышла замуж такая. Ну, там... Но после моего развода мы стали снова общаться. И в этот раз мы с подружкой решили поехать с детьми. Я ему говорю, звоню, говорю, я приеду. Он так обрадовался. И сейчас он без ума ищет нам номерки, но так как у него там база, он говорит, моя база находится далеко от пляжа и далеко от Арбата. Вам будет тяжело с детьми. Говорит, если бы вы сами приехали, то без проблем, типа. А в таком предвкушении он мне прям рассказывает, я тебе покажу то, покажу все, там, посажу туда, туда. Но я немножко пока не представляю, как это будет с ребенком, потому что мы должны быть рядом с нашими детьми постоянно. Я ему в шутку говорю, ты, может, и няньку найдешь нам? Потому что, ну, действительно. Но хотя для меня это вот такой вот отдых. Просто съездить, морально отдохнуть. А ребенок рядом, ни о чем не переживаешь. По идее, это классно. Мы с подружкой не из тех, которые любят там напиваться. Просто я думаю, все будет окей. Мы выезжаем в четверг, доезжаем в пятницу, будем 4 дня и приедем во вторник. До этого мы были здесь поблизости, это где-то 60 километров, может, или даже ближе, на озере. Вообще, хотела с вами поделиться наблюдениями своими. Я люблю этим делиться в Инстаграме. Кстати, мой Инстаграм, ссылка на мой Инстаграм в описании под этим видео. Под всеми видео есть ссылка на мой Инстаграм. Кстати, там, куда мы едем, оказывается, там требуют справку, что вы здоровы, что вы не болеете COVID-19. Что с вами все в порядке, типа, с одной семьи у одного члена должна быть справка, что он здоров. А там, куда мы ездили здесь поблизости, в общем-то, очень много людей. В основном из деревни приезжают, потому что там рядом деревня есть. Там много уралманов, простите, да. Но у меня есть какой-то нацизм к ним. Это незаконно, потому что их охраняют, как не знаю чего, прям их так государство любит, поддерживает. У коренных нет ни грантов, да, ну не у всех, конечно. Многие учатся на платной основе, ни у кого нет квартиры и так далее, а у них все есть, потому что государство им все дает. И меня это вообще раздражает. Ну, сейчас не об этом, то есть вообще говорят, что они тоже казахи, типа, вы что, это просто они давным-давно переехали из Казахстана туда и сейчас возвращаются обратно. Я не верю в это, потому что если бы они были казахами, как мы, они бы не отличались бы от нас. Они заметно отличаются от нас внешне.
Я бы понимала, что там их дикция, артикуляция, все по-другому, я бы поняла бы только если бы это. Но они внешне очень сильно отличаются от нас и не отличаются от тех, откуда они сюда переехали. Понимаете, да? И, в общем-то, их было там очень много. Я брезгала, они еще компанией прям все заходят в воду и стоят вот так вот в кругу и просто общаются. Не просто общаются, громко общаются, и меня вообще это раздражает на самом деле. Уже они без спроса у всех брали круги вот эти для купания, потом те искали, эти потом возвращали как-то. Немножко наглый народ, в общем-то. Я комплексую сейчас по поводу своих ножек и еще чего-то. Сейчас девочки поймут, мамочки поймут, рожавшие. Я думала, что у меня только такие ноги. На этом сидела и смотрела. Там у многих, кто ходил с детьми, были такие ноги. И я успокоилась. Но мне надо худеть, естественно. После родов я вообще за собой не ухаживаю, не смотрю. Ну, как не ухаживаю? Не худею. Это я заметила. Потом заметила, что с детьми в основном мамочки, а папочки там где-то сидят, бухают или спят, загорают. Я не знаю, какая у вас будет реакция на это видео с пивом. Мне лично самой нравится, когда я смотрю видео с пивом, я смотрю с удовольствием и пойду покупать пиво. Так шучу. Я надеюсь, что вы правильно воспримете, нормально воспримете, потому что это все естественно. Просто единственное, что, ладно, я для вас сняла, да, видео. Просто у меня сегодня встреча есть, непростая. А у меня здесь гренки с чесноком. Пиво, которое воняет водкой потом из твоего рта. Я не знаю, как этот человек меня воспримет. Хочу сказать тем, кто смотрит меня. Вот я только что сегодня буквально загрузила видео. И мне уже там написали комментарий, мне очень приятно. Я вас хочу поблагодарить, что вы со мной, несмотря на то, какими видео выходят иногда, с какой, как часто выходят они. Несмотря на это, вы со мной, вы меня поддерживаете, я вас очень сильно люблю. Это вот искренняя любовь, которая может быть, когда ты каждый день дома одна с ребенком, действительно, у тебя нет времени поначалу, да, ты не понимаешь, когда снимать видео, что снимать, как успевать готовить что-то красивое, такое интересное и снимать. А потом потихоньку у тебя просто пропадает желание. И это ужасно на самом деле. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Если это вам нравится, то мне вдвойне приятно. Еще у меня дома нет интернета. Я загружаю видео, когда я на работе. Я не знаю, вообще, вам нужно знать эти проблемы или не надо, но вот. Я пришла только что с работы. Не покушала и сразу села снимать для вас видео, потому что может стемнеть очень сильно. И так у меня картинка не всегда хорошая. Какое-то видео я вам пожаловалась, что я никогда не отдыхала, что я не могу нормально снять видео и так далее. Надеюсь, что вы поймете, мои люди меня всегда поймут, мои люди всегда со мной. Есть, оказывается, к ним подписано. Но я с вами попила пиво, и значит, вы мои друзья теперь. Боже, я надеюсь, что мои родственники не смотрят эти видео. Хотя я помню, что на меня была моя учительница, куратор подписана была в универе, которая... Надеюсь, что она отписалась. Ну как, это естественная вещь, конечно. Но неудобно, согласитесь. Поэтому спасибо, что вы со мной еще раз. Спасибо за просмотры, будьте всегда со мной. Кто не подписан, подписывайтесь. Я вас люблю. Пока-пока.